бзила шабет хатырску яхайхто асысша. Харахзахан шара ишарала яра убыс юзерла таачала дарих зайго авашоп шиждро табржи абри нан хамз еги трагедию пхаз жившез айбашриалаге тахадручнычка арах хатго харала шала яхзайго джинжва диаспора жиге адруха жафр зияйт жохр зияйт нас жив барзияйт абас ява хара хажихр шургвит айбашриге хаяйт яшо итахит рацшана абсбарако qalitaха аяйра зигих начей абри зиги гурихароп харахзе яха яшочкана хадгоб харала яз рымш нехара уи бзиусу абра яна инхаз усура яджу яхаги хунткар аргыларыча сжабарацо. Уважаемые, дорогие гости, спасибо вам, что вы сегодня пришли к нам. Герои нашей Отечественной войны – это братья Северного Кавказа, это наша диаспора. Несмотря на то, что мы были разделены Кавказским хребтом и Черным морем, связи никогда не прекращались. Еще со времен Дмитрия Ильича Гуля, может и раньше, то, что я знаю по истории, между Омаром Бего и Дмитрием Ильичем Гуля огромная большая переписка с нашей диаспорой. Их волновали вот те вопросы, которые сегодня волнуют нас. Это укрепление, становление, сохранение нашего абхазского государства, его языка, его этноса. Наша интеллигенция, писатели наши, Баграт Васильевич Шинкуба, Киршал Чачхалия, Кум Флами, Иван Тарба, Нелли Тарба, можно перечислить, всегда встречались с Расулом Гамзатовым, Налимом Кишоковым, Кайсыном Кулиевым, Машбашем. Это те, которые я лично видела, когда они приезжали и здесь нас поддерживали. Здесь проходили литературные вечера, связи. Но самым таким, наверное, для нас дорогим, это была братская помощь во время Отечественной войны народа Абхазии. Это тоже так просто, наверное, не случилось бы, если бы не было бы вот всего той связи, которые цементировали выдающиеся представители наших народов. То есть все вот это вместе и создало сегодня то, что мы имеем, наше государство, которое таким было хрупким, но с Божьей помощью и с помощью братских народов наших, вот вас, дорогие мои сегодняшние гости, мы, слава Богу, в годы 3 месяца одолели врага, и враг был изгнан из нашей земли. Надо, чтобы были не 1, 2, 3 дня отмечать вот наше единение, а сделать вот год добровольцев. И целый год бы шли бы эти мероприятия в школах, в детских садах, в учреждениях, в библиотеках, в культурных университетах. Но все это, наверное, будет. Мы, современники всего, что произошло с нашим народом, помним и всегда лелеем. Мы всегда с благодарностью относимся к вашему подвигу, но мы хотим, чтобы это продолжение не прерывалось, и наши уже дети, наши внуки и правнуки, они с еще большими почестями и с еще большей благодарностью бы вот не забывали ваш подвиг. Низкий поклон вам. И когда произошли эти события в Абхазии, началась такая трагедия, то с Северного Кавказа и из-за рубежа наши, значит, соотечественники и близкие по крови нам, вот вы, представители этих народов, фактически хлынули к нам, хотя препятствия были на их пути, хотя российское государство не было заинтересовано в том, чтобы в этот конфликт вмешались бы народы, представители народов, живущие на территории Российской Федерации. Это понятно. Они поддерживали территориальную целостность Грузии и во всех отношениях и не были заинтересованы в этом. Задача главная стояла, как бы то ни было,
даже в случае, значит, прекращения этого конфликта Абхазия должна была остаться в составе Грузии. Но этого не произошло. Ценой большой крови, ценой гибели наших соотечественников, ваших родных, братьев, победа была достигнута. Я хочу вспомнить всех тех, кто сложил голову за независимость Абхазии, и попросить вас минутой молчания почтить их память. Спасибо. Что такое доброволец? Это человек, который, невзирая на опасность, в самую трудную минуту приходит на помощь другому. Высшего звания на свете не существует. Если уж ты раз это дело сделал, шагнул в этот мир, в этот большой мир добровольческий, навсегда туда впишешь свое имя золотыми буквами в эту доску, большую доску почета. Так с вами и произошло. Вы, наши герои, независимо от того, у кого какие награды, у кого какие почести, самое главное почесть, самая главная награда – это уважение и любовь, благодарность, бесконечная благодарность народа, на защиту которого вы пришли. Вы хорошо знаете историю Абхазии. Я часто подчеркиваю, надо знать историю, надо знать историю. Зачем? А чтобы в будущем не случилось того, что было, чтобы были извлечены уроки из того, что произошло. Мы должны знать, почему, на каком этапе, что с нами происходило. Почему, например, из Турции должны были приезжать наши соотечественники и защищать нас? Почему они не должны были здесь находиться? Что с ними произошло? Каким образом занесло их туда? Как занесло наших людей в страны Ближнего Востока, по всей Европе разбросанный? Маленький немногочисленный народ на родине остался всего в небольшом количестве, и это небольшое количество стало укором для него, для этого народа. Грузины никак не могли терпеть 17% положение абхазов в этой стране, и 17% дают название этой стране Абхазия. Надо было это нивелировать, надо было уничтожить. Мы не должны забывать этого. Молодое поколение, которое родилось после войны и вырастает сейчас, рождается сейчас, им нужно передавать вот все это было не для того, чтобы они злились на кого-то. Упаси Господи. Я знаю, наступит время, когда мы из соседней Грузии будем в очень хороших отношениях. Наступит такое время. Но для того, чтобы наступило такое время, нужно, вот, учитывая уроки истории, строить свои отношения с ними таким образом, чтобы они уважали соседа, уважали государственность нашу. Придет такое время. Политика – дело такое, что утром одно, в обед другое, а вечером может быть и третье. Если бы не было абхазов, если абхазы не защищали бы Абхазию, вы тоже не пришли бы. Вам тоже незачем было бы сюда приходить, потому что мало ли там когда-то кто-то жил. Но если их нет, если они не сопротивляются, если они не хотят защитить свою родину, себя, кому тогда приходить на помощь? Слава Богу, это у нас было, и ваша помощь, она была. У меня, я извиняюсь, что это говорю, но сын был на Восточном фронте, и вот когда мы были в Даутах, наше все руководство там находилось, и парламент, и когда первые добровольцы прибыли на Восточный фронт, первый человек, мне оттуда сообщил, что у нас большая радость, к нам прибыли, нас, значит, поддерживают, нас защищают, дух был поднят. Они не видели этого человека, с этих, кто прибыл, так сказать, с Кабарды, там, с Адыгеи, с Карачаево-Черкесии, с Чечни, но уже слух о том, что пришли к нам на помощь, это поддерживало. Ведь кругом вражеская была ситуация. Вы на этой земле, мы назвали вас здесь вначале гостями. Какие вы гости? Вы не гости, вы хозяева этой земли, такие же, как и мы. Вы имеете полное право здесь жить, здесь трудиться и строить вместе с нами наше государство. Да, у нас есть масса проблем, масса трудностей, а иначе и не могло быть. И не могло быть, потому что после развала Советского Союза выжить под этими обломками, которые рухнули на нас, это уже большое дело. А то, что мы еще строим свое государство, и Россия,
Россия признала нашу независимость. То, что сейчас она делает, это великое, конечно, дело. Нам надо в полной мере использовать вот эту помощь, вот эту поддержку и добиться того, чтобы вот изжив все вот эти недостатки, пороки, у нас, знаете, очень много того, что можно критиковать, но сегодня мы хотим сказать просто добрые слова, сказать всем, что мы всего достигнем. Народ, который выжил в этой труднейшей войне, а вся жизнь была войной, вся жизнь, посмотрите, это снижение статуса республики в 21 году СССР, Абхазия, тут же становится договорной в составе Грузии. В 1931 году вообще теряется все, становится автономной республикой в составе Грузии. В 1992 году вообще попытка уничтожить, так сказать, всякую автономию, то есть единая Грузия, никого там, значит, не должно быть. А до этого переселенческая политика в Абхазию после событий XIX века, когда большинство населения Абхазии вынуждено было уехать за рубеж, чем стал вопрос, кем заселить Абхазию. Ну и заселяли. Ближними заселяли, считали, что по климату выдержать этот климат могут миграции, они ближе всех, потом там грузины есть, потом другие, третьи. И таким образом сделали нас, значит, такой кучкой людей, которые живут на этой земле, но никаких прав на ней не имеют. Огрузинивание шло, тех, кого не смогли они изгнать, кого не смогли каким-то образом уничтожить, шло грузин. Вот я первая жертва их. В 1947 году я учился в школе, это было очень давно, в абхазской школе, в деревне, в абхазской школе, другой школы не было. И тут закрывают эту школу, открывают грузинскую, говорят нам, что вы должны учиться на грузинском языке, вы грузины. И вот я учился 2-й и 3-й класс, потом меня тут просто случайно, значит, дядя перевел сюда, и мне удалось выкарабкаться из этой ситуации, но все те, кто со мной учился, жизнь их была исковеркана, абсолютно исковеркана. И только после смерти Сталина в 1953 году абхазские школы вновь стали открывать. Вот израненное, убитое, значит, вот такое вот целое поколение, оно потеряло всех. Где наши лучшие сыны были? Где, ну, вспомним того же Лакоба, Нестора Лакоба, вот сейчас дом-музей здесь открывать будут. Мне кажется, через этот дом-музей надо будет пропускать всех, кто приезжает в Абхазию, чтобы они знали, что творилось в нашей истории, что делалось с этим народом, что вот с этим Лакоба было в 1937 году, как его купили. Это должны все знать, чтобы не забывали. Дети его, его сын абсолютно ни в чем не повинный был. День своего рождения был застрелен в тюрьме. Сплошные несчастья. А война, которая, так сказать, случилась в 1992 году, это завершение вот этой целой цепи геноцида. Целой цепи геноцида, вот завершение, значит, они решили, что, ну, теперь, значит, можно освободить. Есть такая, Советский Союз фактически, значит, рассыпается, защитников нет, мы можем решить проблему абхазов. И они двинулись. Но не получилось это, потому что и Создатель, наверное, какая-то справедливость на свете существует. И вот я опять возвращаюсь к вам, ваша помощь, ваша поддержка, поддержка ваших товарищей, всех, кто сложил голову вот здесь. Часть здесь похоронена, часть, значит, на родину были припровождены. Я помню эти погибших многих, на многих митингах я даже выступал, я помню, но, знаете, это забыть вообще невозможно. Султан Сосналиев – это целая страница, отдельная страница в нашей истории. Это человек, который не просто организовал там, значит, борьбу по-настоящему, из каких-то разрозненных отрядов, надо было создать армию. У нас какой опыт был? Был у нас Дбар единственный, слава Богу, он вместе Аршба, Владимир. Я вспоминаю их, потому что они стояли у истоков создания армии нашей, создания армии, создания штаба. Ничего этого, ведь никто не готовился к войне, мы готовились к мирной жизни. Разве это не праздник?
что был такой доброволец, который готов был отдать свою жизнь за другого. 14 августа я все время подчеркиваю, потому что я на всю жизнь действительно запомнила. Это была пятница, конец рабочей недели. И вот султан ушел из дому, провалился сквозь землю. 23 человека вместе с султаном автобусом они выехали сюда и прибыли в Гудауту. Конечно, это была не просто такая прогулочная поездка, было очень сложно, очень тяжело пересекать границу по их рассказам, все это. Они не знали, в каком состоянии народ, готовы они к сопротивлению или готовы на какие-то компромиссы между грузинами. Они не знали, они несли одну миссию сюда, но не знали, что на самом деле здесь происходит. И готовили абхазы принять ту миссию, которую они сюда несут. Прибыли в Гудауту, шел митинг. Это я все говорю, я не очевидец. Эти 23 человека, один, второй, третий, мне это все рассказывали. Мы, говорит, прибыли в Гудауту, говорит, конечно, очень много народу стоит в Гудауте, идет митинг, небольшой балкончик, и выступает мужчина, с виду интеллигентный, образованный, начитанный, говорит поставленным голосом, но на абхазском языке. Народ то замолкает, слушает, то начинает, наоборот, бурлить и что-то говорит против. Чувствуется, что против говорит. Был среди этих 23 человек такой Володя Сосранов. И он спрашивает: переведите мне, пожалуйста, что он говорит на абхазском. Он говорит, сомневается, говорит. Он сомневается, говорит, и хочет, говорит, пойти на компромиссы, на разговоры с грузинами, потому что он боится за свой народ, что его уничтожит эта огромная громада вооруженных грузин. Но народ говорит, что они уже пролили кровь, как мы это простим уже. И вот это, когда ему это все перевели, как говорят, Володя взял его за пиджак, отодвинул в сторону. Какие сомнения могут быть? Отодвинул его в сторону и сказал: мы такие-то, нас столько-то человек приехало, абхазы, ваши братья, идут через горы. Скоро они будут уже здесь. Не бойтесь, вы не одни, мы с вами. И тут невероятно, говорит, началось среди этой толпы возгласы, ликования, хлопания, все. Я считаю, вот это весы, одно и вторые, значит, сопротивляться или договариваться, какими-то политическими моментами решать это все, передвинулось на сопротивление. И Гена Аламия, когда мы писали книгу «Честь дороже жизни», он там указал, что имя, просто инициал, там некто Агарва, в газете «Нарт» он написал: «Прибыли вовремя». Я еще раз, вот, как Сократ Рачевец сказал, но если бы народ не был бы готов к сопротивлению, прибыли бы они бы или не прибыли бы, безусловно, не с кем было идти воевать. К счастью, султан говорил всегда, я ему задавала вопрос: слушай, вот как ты, он когда вернулся весной, в апреле месяце или в марте, вот это 2 месяца я путаю, когда он конкретно был в 92 году, он вернулся и сказал, побыв на Ингуре тоже, все это, вернулся, и он сказал: положение ужасное, без войны не обойдется, но абхазы не готовы к войне. Но я, как советский человек, советское пространство, я сказала: да ну, султан, тебе как военному снится там что-то война. Какая война? Это, на территории они вместе жили, и все, как это может быть война такая? Говорит, к сожалению, Люба, это так. И вот я ему задавала вопрос: султан, ты, зная
какая ситуация чисто, вот, что Абхазия технически они военно не готовы, нет у них оружия. Вот ты как мог взвалить на себя такую ношу, такую ответственность за весь народ? И за тобой пошли люди, за которые молодые кабардинцы, которые верили в тебя. Я вот до сих пор все не могу никак понять и все время спрашиваю у каждого добровольца, что потянуло вас сюда. Вы никогда не были, вы не дружили такие, есть такие, которые вообще в жизни, как и Султан, никогда в жизни Султан до апреля месяца 92-го года никогда не был здесь и никого не имел, ни друзей, ничего не это. Но, видимо, все-таки молодежь того времени воспитывалась на высоком духовном мире, наверное. Наверное, неспроста, когда они давали клятву, они сказали в клятве, которую они давали, с сегодняшнего дня считать нас абхазами. Клятва добровольца. Я обратилась к Аслану Мирзоеву. Наверное, многие все, наверное, большинство добровольцев знают, он герой Абхазии, сам историк, ученый. Я говорю, вот напиши мне, говорю, абзацем, 1, 2, 3, вот почему лично тебя потянуло воевать, сражаться за народ Абхазии? И вот он написал, первое, родственный нам черкесам народ, у которого нет другого родственного народа, подвергая нападению более многочисленного соседнего народа, угрожавшего не только его политической независимости, но и самому существованию, черкесы и на Кавказе, и в диаспоре сочли своим долгом защитить братский народ от этой угрозы, в том числе и я, и мои друзья. И вот я сейчас хочу спросить, а воспитываем ли мы сейчас вот такую молодежь? К сожалению, это у нас тоже на Кавказе уже сейчас, на Северном Кавказе идет. Мы отдаляемся от своей истории и не подготавливаем к достойной жизни свою молодежь, точно так же и здесь. Недавно я встречалась с Рояном Агарба, он принимал вступительные экзамены в СОЭ. И он по истории, абитуриент сдает, он спрашивает него, скажи, в каком году началась и закончилась Отечественная война народа в Абхазии. И он не может сказать. Я, говорит, схватился за голову, говорит, выскочил. У другого, говорит, вернулся, успокоился, другого спрашиваю, нет. Я думаю, неужели так все это запущено, неужели это так? И на днях у нас молодые ребята там арендовали на даче, занимаются бизнесом своим. 21 год студент вуза Москвы. Я думаю, ну, в разговор какой-то у нас там был, что скажи, пожалуйста, и задает тот же вопрос. Он потом говорит, в 89-м началась, в 93-м закончилась. А у тебя, говорю, я вижу, ты молодой, отец твой воевал? Он говорит, да. Как же ты не знаешь, когда твой отец пошел на войну и когда закончил? Ну, вот в школе у нас, да не школа виновата, а отец, дядя, брат, митинги в Гудауте мы проводим, они должны с ними приходить. А мы приходим одни, мы себе друг другу рассказываем это все. Не должно быть этого. Следующее он пишет, второе. У меня были и личные мотивы. За несколько лет до начала войны мы с близкими друзьями начали налаживать контакты с абхазами в среде студенчества, научной и культурной общественности. У меня появились в Абхазии друзья и близкие по духу и ценностям. Дружба должна подкрепляться делами и проверяться в такие трудные для друзей моменты жизни. Мы надеялись, что эта дружба не только ручейки, будет огромное море.
Мы начали много работ проводить сразу после войны. Это где-то, наверное, может быть, лет 10 было. Потом, к сожалению, все заглохло. Мы привозили детей туда, от Алычества. Мы начали возобновлять. Сюда дети приезжали. Культурные мероприятия стали проводить. Среди поэтов, писателей, артистов. Все это, все заглохло. А ценности у нас, у адыгов, у абхазов одни. А если мы были бы вместе, вот так бы продолжали бы дальше, это было бы во благо и нам, точно так же во благо бы и Абхазии. Третьим он пишет. Война со стороны абхазского народа носила справедливый характер, а мое воспитание, подчеркивает, требовало встать на сторону правого и выступить против произвола неправого. Вот таким образом, вот эти молодые тех времен, 90-х годов, воспитанные в таком духе, они шли сюда на войну. 15-летний Берхамов, которому еще даже 16 лет не было, он прибыл сюда на войну. Один раз его отправили назад, второй раз вернулся и воевал. 3 племянника султана воевали здесь и прятались от него. Не дай Бог узнает. Один единственный сын матери вдовы. Мать приехала его за руку до Адлера. Он в толпе спрятался и вернулся. Ну, вот такой был дух. Почему мы не должны были после войны вот этот дух братства продолжать дальше? Кому было бы от этого хуже? Все бы видели бы, что не 100 тысяч абхазов, не там кабардинцев, не знаю, сколько сейчас, пусть 500 кабардинцев тысяч, адыгейцев там горсточка, а абазин еще меньше. Мы все вместе. От этого бы мы только выиграли. Но почему вот это идет переселенстрой? Вот это продолжается. Нас выслали, а извините, какие нации сюда заселили. А почему бы не надо было переселенстрой сделать и наоборот с Кавказа сюда бы поселить? Кому было бы хуже? Я думаю, нам было бы всем лучше. И, может быть, это еще и не поздно делать. 4-й пункт. Свобода и национальная независимость. Абсолютная ценность, за которую боролись народы Кавказа всю свою многолетнюю историю. В 92-93 годах появилась реальная возможность для абхазского народа получить, подчеркиваю, национальную независимость и стать островком свободы на Кавказе. По крайней мере, я не историк, но насколько я знаю, в современности, не знаю, сколько там, 100 лет назад, это вооруженным путем впервые выигранная война и создана государственность. Свободно независимая Абхазия входила в национальные интересы черкесского народа и могла бы способствовать решению проблемы возвращения не только абхазского, но и многонационального черкесской диаспоры на историческую родину. Вот с какими мыслями, с какими идеями эти добровольцы шли. И когда вот почти что вот эти слова мне подтвердил, да, Аслан уже человек был с высшим образованием, он образован, не образован, он образованным, но когда 16-летний пацан мне говорил, я, честное слово, думал вот так, и он своими словами вот это то же самое говорил. Я когда вижу очень хорошие мероприятия, вот очень таких правильных, молодых людей, у меня начинает теплиться надеяться, не все потеряно, Люба, не паникуй, все будет, еще будет хорошо. Но не знаю, но мы должны держаться, как в 92-м году,
14 августа, не зная куда, пришли первые добровольцы, так мы должны держаться. Вот я по себе скажу то, что мы, и мой брат, вот тот же Заур Боров, и Марзе Аслан, мы братья троюродные все. Мы были воспитанники, в принципе, воспитывались на духе Юрия Хамзитовича Калмыкова, Владислава Арзенбова. То есть это были кумиры наши, которые внесли огромный вклад в становление этого Кавказа, этого движения. Знаете, та плеяда политиков, которая сделала то, что было невозможно, сплотила весь Кавказ, это вот Юрий Хамзитович Калмыков, Владислав Григорьевич Арзенбов, Заур Налоев, Асан Алиевич Джаримов. Они сделали невозможное. Они сделали то, что сегодня весь Кавказ говорит то, что мы братья. Военные, они делают военную доктрину. Тот же Султан Сосналиев, Дбар. Они все военные люди, которые знают правила ведения боевых действий. Политики делали политику, которая сегодня принесла то, что действительно мы можем говорить о том, что мы один народ. Вот на этом мы воспитывались. И вот так же, как и я, все мы приехали чисто из-за того, что мы знали, что это братский народ. Сказать, что мы что-то сделали такое сверхъестественное, ну не сделали. Мы сделали то, что делали все, обычную свою работу. Каждый, что мог. Вот эти каждые по крупинке, то, что внесли мы, оно и принесло, наверное, те плоды, которые сегодня мы имеем, это независимость Абхазии и процветание ее. Слава Богу, что один профессор, наш друг, Сократ Рачевич его знает, Альмир Абрегов. Когда мы были у него с Мазбеем Ивановичем Чач, мы сидели за столом, и в тему то, что вы сказали, Любовь Николаевна, то, что Аслан Марзе сказал. Он сказал такую фразу, которую я никогда не забуду. Альмир сказал такую фразу: то, что адыги помогли отстоять независимость Абхазии, они себе создали плацдарм для возрождения нации. В этом, я думаю, что глубокий смысл есть. И действительно, это тот островок, скажем так, рая, в котором абхазы живут, может стать центром мировой черкесской политики, наверное, я так думаю. Если я не ошибаюсь, это сейчас, в принципе, к этому идет все. Как бы мы все добровольцы, вот те, кто воевали, не только добровольцы. Я лично вот хочу сказать то, что я знаю то, что мы, может быть, не смогли бы сделать всего того, если бы не было такого руководства в то время, такого верховного. И те люди, которые занимались именно той помощью, которая оказывалась и в военном смысле, боеприпасы, и оружие, и медикаменты, и формы, все поставлялось. Вот они как-то забыли. Мы, как бы, я помню их, поэтому вот говорить о себе я не собираюсь. Вот я хочу вспомнить их, Сократ Рачевич тоже их знает. Почему к ним обращаться? Потому что в то время они были возглавляли. Это вот Надар Хашба, Алекс Самсонович Айба, Гена, да, Валера Айба и Лев Кицинев. Они все поставляли сюда все-таки оружие. И было, они все ходили под статьей, и как-то они выпали. То, что мы делали здесь, скажу, что еще свою работу, а они все ходили под другой статьей. Вот как бы хотелось бы, чтобы все-таки их все-таки вспомнили, а всем ребятам, вот, скажем так, коллегам, я бы пожелал мира. Любое приглашение, куда нас приглашают, нам очень приятно. Потому что этим как бы высказывается то, что тебя помнят, любят, уважают. Добровольно пойти на войну, зная, что ты не вернешься, это, конечно, это ценно. Тем более на тот момент, если ты оставляешь дома семью молодую, мать, отца, теперь мы все и матери, и отцы, и мы знаем, если бы наш ребенок ушел бы на войну, как бы мы себя почувствовали. Тревожно было бы очень. До нас было доведено в Чечне, что мы как раз, у нас даже это еще и не уладилось, вот это движение освободительное такое. В Чечне шла как раз вот этот переворот шел.
как бы за отдельное государство, Джохар Дудаев, митинги, вот это все. Зеленые повязочки тогда у нас появились. И нам сказали, что в Абхазии началась война, но движение точно такое же, как и у нас. Также хочет абхазский народ быть свободным, объявить свою независимость. Им это не дают. Как уже сказали, не особо готов к войне, но есть стремление быть свободными, независимыми. Это молниеносно затронуло нас, чеченцев. Я говорю то, что я знаю о себе, о чеченцах. Молниеносно. Ну, тогда были, конечно, и из Абхазии представители, которые приехали в Чечню. Гена Ламай, по-моему, был, по-моему, я сейчас не помню, я тогда был пацан, мне 22 года было. 2 человека, где соберется, все, сразу шла вот эта тема. В Абхазии говорят, война идет, надо поехать. Все, вот это шло везде, куда не смотришь, где ты и куда не идешь, везде вот про это и говорили. Первые группировки небольшие через перевал, а потом уже автобусом до Сочи, отсюда встречали их на Баркасе этом. Он даже не прямой вот так плыл туда, а как-то туда, чтобы его не обнаружили, такой большой круг давал. Но движение очень большое было, очень большое. И даже последние дни, последнее время у нас считалось, сложилось вот такое, что если ты не был в Абхазии, ты как будто уже не мужчина, что ли, не знаю. Типа такое было. Потому что это первая война шла, и было преподнесено малое количество народа стремится к свободе, к независимости. Это очень сильно нас затронуло, очень сильно. Я в Абхазии никогда не был тогда. Я даже не знал, в какой стороне он находится. Сперва старший брат пришел, потом за ним я, потом младший, ему 14, тогда было 15. Сегодня действительно не помешало бы поработать с молодежью. Должны расти патриотов. Патриотизм – это крайне необходимая вещь сегодня всем, особенно в Абхазии, поскольку еще мирный договор не подписан, ребят. Мы должны быть готовы. У нас бы еще, если бы была бы хотя бы 20-тысячная армия, это вообще было бы хорошо. Мы никогда не говорим, что мы нападем. Почему-то всегда говорим, на нас хотят напасть. Армия должна быть, надо сейчас акцент дать на это и сориентироваться надо на армию. Чтобы государство существовало, чтобы с государством этим считались другие государства, нужна армия. Армия без патриотов не будет. Пришел, лишь бы день прошел, ушел. Военный билет получил, это уже не армия. Свой герб, свой флаг, своя конституция, свой народ. Что еще надо? Чтобы стать на защиту этого всего, нужен что? Патриотизм. Нужно работать с молодежью. Нужно в первую очередь, если спросить у меня, нужен совет старейшин нужен. Про мудрости, которые мы говорим, это вся мудрость у них находится, у стариков. Абхазские старики, они всегда были мудрыми. Я в детстве всегда слушал деда своего. Многим сейчас покажется, что это такое. Мой дед прожил 162 года. Он в 91 году умер. И он рассказывал про Абхазию, многое рассказывал. Они тогда не было ни машин, ни ничего, на лошадях, через горы, через все это, неделями шли друг к другу в гости. Сегодня, если спросить у меня, я бы как сделал? На День добровольца приглашал бы детей, добровольцев с детьми, и чтобы
приехали, я бы их не стал бы по гостиницам, каждой семью, понимаешь? Я своего сына к нему, тот к нему, к тому. Вот так бы было бы у нас вот эти узы покрепче. Но с молодежью надо работать. Люба сегодня говорит, что не знал, когда началась война, когда закончилась, кто такой Эдбар, кто такой Султан. Много кто не знает. Ему было как минимум лет, наверное, 45, наверное, было. Вы все знаете, я на мотоцикле люблю ездить. И на эту черепашку, которую на мотоцикле, когда одеваешь, я одеваю вот этот Леон. Он у меня золотой. Я его по заказу, мне его сделали из золота. Я его одеваю, когда меня гаишник, 45 лет ему как минимум было, он когда меня остановил, он у меня спрашивает, что это за звезда у тебя. Как было обидно. Он не знает, что это за звезда. Я говорю, ты читать умеешь? Он говорит, умею. Ты прочти тогда, что написано здесь, хотя бы. К большому сожалению, есть такое, но есть и патриоты, и ребята вот такие есть, которые очень интересуются. Никаких сомнений у них не будет, они встанут на защиту Родины и такое. Но это все идет снизу как-то вот так, с корня это идет. Если бы абхазы тогда не стали бы на сопротивление, да, мы бы и не пришли бы, конечно. Очень мудро, очень умно сказано. Когда приходили, тоже в первую очередь смотрели, а абхазы где? А вон Абхаз, вот, все нормально, значит, есть сопротивление. Ну, он еще, конечно, он и праздник. В этот день объединилась весь Кавказ объединился. Весь Кавказ. Доброволец, это, конечно, серьезное дело. Оставляешь дома семью, детей маленьких. И ни один чеченец сюда приезжал с надеждой, что вернется. Надо сделать, чтобы вот этого не повторилось второй раз. А для этого надо быть готовым, надо воспитывать молодежь, говорить им надо, чтобы они помнили эту войну. Для войны самый большой враг – это человеческая память. Пока человек помнит, этой войне не быть. Как только человек забудет это для войны, действий для войны открывается калитка. Надо помнить войну, говорить, как было тяжело. Было же тяжело, действительно. Везде было все закрыто, Адлера закрыто все. Единственное, что доставалось, это с Турции что-то доставалось. И особенная благодарность женщинам абхазским, которые никуда не уехали и кормили тем, что у них есть. Последним. Каждый абхазец, каждый человек старался пригласить добровольца в дом, чтобы его накормить. Каждый стремился, чтобы накормить его. Ели, мы же знаем, ели макароны на молоке приготовленные, там, чай кто-то мед принесет. Нормально. Слишком сытым на войну пойти тоже нехорошо. Чуть голодный он и позлее будет немножко. Было все, поэтому надо с молодежью работать. Надо с молодежью работать. И старики наши, это главная опора. Аранас хапсори хаднази. وي خطقوا بخرالة ياز حسقس بخدزو وي حريا حولن هاي أرانس خطقوا بخرالة يحس خراس ياز أبارتي حط وارو سرا زجرا استا وبارت حط الركستود باتو ركستود سبستنا زجي ياسم وزار ياخذو يزبانزر ورت يردز توزا كجازبز يمار ألون يردز توزا كذا شيء رويركون أي رلمسكون روير رلمس ورياري حركن
يمخبشكو أنا خرخ عم يقولي وجه عبري فرب حزبه السيدة ديال بابها رتحدلت دي السمشة السيدة ديال بابها بري حنجربش داران دفتروين أريجي أحح تيوزو لجت بجي جزوم وبس يتسني السمشة حزنيوان هاي بشرنا الله أبري تبحث هذا الزبيد وسقنتي أحح يبش زدا أزمز أبري شوردني يبش أخ يبش دان ويجي كده شتوش بود وبري يوزا أقول تز هذا شاز يجاب خسخر خود ناس درجي رجاب خسخر خود سري تبو بحراس خود عبر توا حرا حاولر درنا سياحة قوي حبزو رحيت رجو يالو ياخ وجرحيت ياشني الحور سرسا جزر يسمشبجا أبرا ركلام ندنا كو يخبلاك دزوست دا شامل باسايف دزوست دا هانكاروف دزوست دا دد دودرما حسن دا أنا رأي يخش كوجي تخيط رزحة أي دزوست دا جنا كاردانو رزقي وجود عباس ينستو رخر تورخر ينزو برا يبخير أشكال كارجو باس يخبلاك تلو خوبش رجع أجازت كو يجح فرقي يماجوب درجنا خلا راب خذا ويكس شجو اشتكى الصوت أي بشر يلا قرن يشاء سر أبسن زنزا سماعزت مش نخورسكي غندي ساي مش نخورسكي أبري أدمينستراتسيا أدلغاسيا أقوي أدبازاري أي شران ربجار درس ندماي يومش خمش دنبشاب شوان أجرت دريبش زمست أجرت كي ناس رزق ربط وسخيو بخا أري يرفو داشت دمست أتصارى دجن حز يحلا كودر خبشلون دهشت في رتسون أكالا ناس وبينيلسكا ناس واي هن خيوك هايزيغن أرا شايف تيهن يقو يدرما يسفيد أبسنا خرايم قوك أي بشرك الله قرانيو خرايح تخو بريوب خرانت يززيرا أرت قواتسيقا ناس بري أشاكي قوش أزو يجيني أرمتو بري يبسيتر أو ترك يلا برس يلا سدرزو أي وبارت أزاشا أو أحتخب شرشت الله يفدر وزات شزاع في سي مس خوجي قلت يحيى حزدرم حرا خجح قوشيو دشكوب هريو يحو دشكوب ناس وي ينرونا حرات أخزام ناس شوكا حرشت الله وي خزتورخب ويا مشتخ أبسنا هايد أو universitet حطالد نسرايا زباليتك تقول زا شيء حلا يبون أخا زي الرب نسويا رجي أي بشرك الله بحقي يرزق غيرم حزخوس وناريه السويت حنتكر عيلر بريشر أني ريديولوجيا جامزي وصفة حقوي يبون يشغلوا شو مسألة مسأن أبريم حجر رمش يبي أكز نخص يلاقون يبي جيزرز أبراي يخدرك شو جامشي تصون يبي جيزر زبرا ستاديون جوس أنا محجر عام وبس يزقارتد جنسكلا وعيزيد سرقيو براو ينسز كافيا أوارا شنيجي نسبة سخوجة مزي سماكاري أم شخصام حياي مشبجك عرضنا أرزم بدوب خود وايرحن سنبا أنركنا أندري كوران زيارتها أي بشرا مشتاق سنبا أنيكلان سيجتوا سانسوس شبكة سوانا أنا يقوم كسحز ربقة بسحد وجه ناس دساغلو زرا على بحوس بيانكو سخنيز وناس جناد يالا مي ستانسلو لوكو بيجيتان يخندس قولا شولا ناس ساقو ديكلان أمسخو أبي يالا ملكو وتشك وسان كاميتا بجان ترابزون وجه كاميتا وقتنا تركتلو صوت كلوب خد شرزجي يزوجود أبري واسحرنيو يروحوا ناس رخوا ويدي ناس يعني قوي يريش زيرم قادر ناس يريا بياتيتد خريم قاقوا أي بشرك الله قر ألود أبسنا أحاقوا زنزي يكر ألود حزمتو حزماوا أجد زمتو زماوا أشهزق أزارتهم أكا يردر وزارو يبا يرول شوزر رشزا أرزرو أبري ما سر روحه تواودي وبس أنا هيرسكاي ويخرب شامة زم وشتاي بيش ريال قرانيو
وشتا يلسكاي يلسكاي دخل سشبات صوري يوزا نيفهم اشتخ سارس زمار ناس يبزيوب يلسكاي دخل سشبات صور نصحى ويوازغز اغبغي واكيرتوت ونالا جي واكي خوتي هتوس ان افيزا راي روتر كون وزلا سو وزلا ورمو خركون سوفيت هند كرامز وس يمريزمز وي يتزبوت يفهم سندولز was واقل دچ سارك سمو بيهت ساهيد اي بشرك الله قنا برياحاك وزقي يتصل قصي اشكو انا دركلاك تركتلن دشا ياردها وقيانا قوي يالز دراي سرس قيانا قوي ونسام خحيت يوني بيك اويد صحيت بس نسيوس جستم خشا ابسو قد بانيري بس الشيء يوني بيك هاي هي بخزي بس داسه اش دولتي دخا ابريو يخس حودنا انشا تيمزا ابري يخيك يكشو يانا غيري يوني في بيك الله يربن يبشر حظلي ايوه يانا غو ابري سزلش زكوز يا بس يسحو ياسوس زمدر وسان خير ناس وين استربطلا ابري اندري كورانزي رتصحد دنين و باغرانيش ديب خد السريال زدراي يجز ورويب شي ازوي ديب كوزم نحزخ دالت سيت يزيت يراس حيت سايترا املا سرا وبراس سنه سايانزا اغراش سرغود سبسب زيف غزومز سايانزا قالار سزمنير اي ناس هايد حصرا خربشيت اي تحت سيت ابشرها وهنا ازوب اي بشرة شالغز ناس وي قومتامو كوراتشوب ام يكو يا على زختسكو ورتكو زحتو يخا يفي جاخيك اي يفي جاخيك امنا غدوتا حنتسخت وس قانوب ينيلسكا يورا غديس بارتها ارغون وريبستان وبيدا بليد وس ان ارزمبا ابرجي حياي هي حز يلسكا اجزجك دارجي كرانغون اي شيك ارجي زكيك ارجي اكاكونو بس خرات خصوا ناس سراوجي اي سراوجي ابرت چدل يتبوب حروح تبزسحو يسمشا سروس ان يدس يبزيني يسغلوشوت اتغلزاشا ابري نخصنتي يجا وما خيوك وما شيوك وما زدزن جيوك انا الله شيوك از شنحوز شيوك انا الله زكيك يحنا ناس حرختك وجي اغوران احجوز هقن وبس حرزبشن وبس حرامش دود زهرتت در ربزورلا در رمچلا سروبري خبلاك اسحود اتختنتي خشكسا كافكازا ربجرا ايايرا كزجكو ابسنتي ايايرا وحيايرا حمزم هرا حيبلر كوي يرقصوا يارغون يقلرن وبري يوزا جينيتيك يلا لنا وشتا حشنا حزشتم خو حشرغند كنا حان خارجي يقلرن ابسنتي ايايرا حزم غزدي ابسنتي ايايرا ويزعن اري ابسوا مثلا رغزم Kafkaza rızgı yeysrızıp şu yayra dudzo amala sara obri rız haranı isepxezot nas yekhin zahalşola yitahgod yiralahot yiralahatjodaxa yazxazom işoxto çatsiyetseglo hachar rçi haznam gadzats urt yirdir wazaro harahchar firqaz adunay zigi yirdir wazaro harahritz hara يارحنو در الرز حرشة يتزحو أوارها في جرر جود أي وبريام شلا يرتشنا وسط ولتو حتى ركبتو ناس يخامش تروب يخا أوغست فيبش زكيفي بشني ويفيا شوك سراستا يشارتو أم تحشتغلو أي يتس بجارلا حشام خنش قلرا ظلم شاز أوا يخا أكونفورت الله هارخور رلشود يفدر وزاد يخا بار الله هارخور رلود وبريدار يشارتو أيه
обрезы хахзы зароб, хадгил хахзы зароб, хабызша хахзы зароб, хамилат харахзы зароб, хараги абарт рюз шава харахзы зароб, яхту хатыр патуруб ахсароб, и табуб идут за нахашас вот абриюза карги хейчушка. В Абхазию я попала в 1987 году. Ну, то есть до войны. В 1992 году я как раз наш АГУ университет закончила. Ну, уехать не успела, скажем так. Вот. Вот Токтай уже сказал, я очень дружила с Саидой Делба. Еще вот одна из таких очень близких девочек, подруг была Асят Экба, она была из Черкесска. И вот мы втроем как-то вот сдружились и дружили 5 лет. Потом закончили все, каждый свой факультет, и нас разбросала. Асят уехала в Черкесск, Саида уехала в Ткварчель, я пока в ожидании диплома была здесь. И вот так вот меня как бы застала война. Раньше вот в детстве, в школе, после школы, когда говорили взрослые, ну как бы мы поколение не военное, мы войну не видели, ну, скажем, с детства. И наши родители поколение не военное. Ну вот мои родители, например, во время Великой Отечественной войны были детьми. Ну они были маленькими детьми, моему там отцу 3-4 годика было, ну, они тоже не военные, они послевоенное поколение. А когда наши дедушки, бабушки говорили, вот только бы войны не было, все остальное мы переживем. Нам даже как-то смешно было, ну не то чтобы смешно, а как-то мы серьезно к этому не относились. Да, мы не осознавали всю серьезность вот этих вот слов. Здесь началась война, война прошла. Не каждый, не только маленький народ, но и взять огромные, большие народы. Не каждый народ имеет свою победу. Вот так случилось, так сложились обстоятельства. Это, конечно же, и заслуга абхазского народа, и заслуга добровольцев, которые встали рядом плечом к плечу. Но абхазский народ имеет свою большую победу. Это вокруг него объединяет и другие народы, это вдохновляет людей, но я не могу сказать на какой-то патриотизм, нет. На то, что даже маленький, крошечный народ может иметь свое «я», свое лицо и свое государство. Мне, например, очень приятно, что вот пройдя вот эту вот войну, я была студенткой, мне тоже было 22 года, 23 года во время войны. Я встала рядом вместе со своими однокурсниками, со своими друзьями, подругами. Вот как-то вот осталось, и все. Этому даже объяснения какого-то нет, такого вот особого. Вот. Война прошла. И вот то, что мы сейчас встречаемся здесь, кто-то приехал из Чечни, кто-то приехал из Кабарды, кто-то приехал из Черкесска, кто-то приехал из Турции, кто-то в День добровольца приедет из юга России, Саша Бардадым вообще из Москвы. Вот. То, что мы все вот здесь встречаемся в этот день, это дорогого стоит. И вот Хавид говорил, что нужно своих детей учить. Ну, я думаю, что не только мы должны уделять внимание своим детям, это естественно, каждый родитель, но должна быть государственная политика, которая бы объединила детей не только Абхазии, но всех республик и настроила бы в определенную колею. Это не колея патриотизма, это просто чувство Родины, чувство того места, где человек родился. Если, допустим, вот ваши дети будут патриотами Абхазии, они и Турции будут патриотами. Если его дети будут патриотами Чечни, они будут и патриотами Абхазии тоже. Поэтому сейчас в России тоже непростые времена. Та же война, тот же Донбасс, та же Украина. Если русские не будут патриотами
своей собственной родины и своей собственной земли ничего не получится. Если каждый будет родить за свою собственную землю, всегда все получится рано или поздно. Кто-то погиб, кто-то остался. Ну, даже вот мы встали, была минута молчания. Много ребят погибло. И абхазцев много погибло, и русских. Добровольцев много погибло. Чеченцев, ребят, кабардинцев, турецких абхазов очень много погибло тоже. У нас в школе, допустим, каждый класс имеет имя какого-то человека, погибшего в этой войне, не разбирая по национальности или месту жительства. Мой класс имеет своего собственного героя, это Абзал Гургулия Абзик. Соседний класс имеет своего героя, это Бахадыр Абакба, вот, парень из Турции. Есть чеченцы, ребята, герои в каких-то классах, кабардинцы есть в каких-то классах герои. И я считаю, что это правильно. Вот. И то, что мы здесь каждый год встречаемся, вот Людмила Николаевна говорила, что мы можем потерять вот эту вот связь поколений, связь между народами. То, что мы каждый год здесь встречаемся, если мы к этой встрече, независимо от правительства, добавим от себя и один раз просто соберем все свои семьи, и вот один раз сделаем такую большую-большую встречу, чтобы наших детей, наших внуков у кого-то уже познакомить друг с другом. А если они будут знакомы друг с другом, вполне возможно и не будет требоваться какого-то специального указа сверху, чтобы мы встречались и чтобы мы друг другу уделяли внимание. Дети сами друг друга найдут. И дети найдут, и внуки найдут. И, возможно, связь эта будет только крепче. Вот. Я очень счастлива, что я вот сейчас сижу с вами, с такими людьми, которых вот в принципе я знала кого-то с первого дня войны, с кем-то я познакомилась после войны. Вот. Но мне приятно, что мы вот все вместе, что мы говорим о том, о чем каждый день, ни в семье, ни на работе, ни где-то мы не разговариваем. И мне приятно, что нас всех интересуют одни и те же темы. И вот здесь одна и та же боль. И вполне возможно, что вот вместе мы найдем какое-то решение. И я думаю, что друг друга не потеряем.